Радио Крым Реалии. Эфир утром с 7 до 10:00 на сайте Крым Реалии. В 8:30 утра и в 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнения экспертов. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио Крым Реалии. У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте Крым Реалии с 7 утра до 10 часов. С 7 до 8:30 в эфире радио Крым Реалии программа «Ранкова Свобода» от Радио Свобода. С 8:35 до 10 часов утра радио Крым Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жителей материковой Украины по телефону 044 490 29 05. Поехали! Тема дня. Сегодня мы поговорим о преследовании крымских татар в Крыму. ООН вновь фиксирует нарушение прав человека на полуострове, а подконтрольные России власти Крыма заявляют о клеветнической политике со стороны Украины и Запада. Почему на полуострове утверждают об отсутствии преследований и репрессий, а уголовных дел становится все больше? И чем обернется для России политика преследования несогласных с аннексией Крыма? Об этом мы будем говорить в ближайшие полчаса, но вначале короткий сюжет от моих коллег. Крым в центре внимания. Репрессий крымских татар в аннексированном Крыму не существует, заявил назначенный Кремлем глава захваченного полуострова Сергей Аксенов 11 июня. Российский чиновник утверждает, что права как украинцев, так и коренного крымско-татарского населения Крыма соблюдается. Могу вам сказать, что все иностранные журналисты, приезжая сюда, в том числе имеют возможность пообщаться самостоятельно, без выстраивания программы нами, то есть, как органами власти. Вот приезжал господин Штудман, но тоже одна проблема. Вот крымско-татарский народ подвергается репрессиям и так далее. Мы говорим, хорошо, проедьте сами по Крыму в составе, так сказать, группы, но останавливайтесь там, где вы хотите, не там, где у вас запланированы остановки, а вот в любом месте, где вы хотите. Выходите на улицу, находите представителей крымско-татарского народа и спрашивайте, просто без подготовки, без заготовок. В то же время на прошлой неделе крымский адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что российские силовики на полуострове практикуют советские методы карательной психиатрии. Российская власть в Крыму бросает крымских татар и несогласных с оккупацией украинцев в психиатрические больницы. Речь идет, говорит Курбединов, о десятках людей. Этих ребят содержат на территории, огромная территория психиатрической больницы, но у них есть отдельный корпус, он подобен следственному изолятору с колючей проволокой, с вышками, с охраной, полицейской охраной на входе, выходе и режимом точно таком же режиме, как в тюрьме. Они содержатся в камерах. В конце марта украинские правозащитники представили отчет о насильственных исчезновениях в Крыму. Документ систематизирует информацию за период с 27 февраля 2014 года по 31 декабря 2016 года. По словам авторов отчета, из 43 человек, похищенных за указанный период в Крыму, 17 освобождены позднее, 18 не найдены и считаются пропавшими без вести, 6 найдены мертвыми, 2 нашлись в российских тюрьмах. Международные организации также постоянно предоставляют отчеты о массовых репрессиях в Крыму. 19 апреля Международный суд ООН обязал Россию прекратить притеснять права крымских татар и других жителей оккупированного Крыма. Установлено, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев на полуострове. В частности, в прошлом году подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма запретил меджлис крымско-татарского народа, а часть крымских политзаключенных российское следствие обвиняет в террористической деятельности. Это несколько дел по предполагаемым участникам Хизбут-Тахрира, международной исламской политической партии. Других крымских узников российский суд обвиняет в организации массовых беспорядков и насилии. Речь идет об участниках акции 26 февраля 2014 года. Тогда под крымским парламентом состоялся митинг сторонников территориальной целостности Украины и противостоявших им активистов партии «Русское единство». Ко всему прочему, крымские силовики систематически задерживают крымчан, якобы проверяя людей на причастность к терроризму или же незаконной миграции. В апреле российский ОМОН оцепил центральный рынок Симферополя. Тогда российские силовики задержали около 80 человек, цитирую, неславянской внешности. Валерия Максимова для Крым Реалии. Крым в центре внимания. Выступавшие на медиафоруме
российские крымские чиновники, среди прочего, коснулись проблемы преследования на полуострове крымских татар. Сергей Аксенов заявил, что эта тема надумана и не подтверждена реальными фактами. Давайте его послушаем. Мнение. Все граждане Российской Федерации, проживающие в Крыму, имеют равные права. Крымские татары не притесняются. Организован системно хадж, строится соборная мечеть. В исполнительных органах власти есть представитель не только крымских татар, но и многих национальностей Крыма. Тема абсолютно надуманная, никаких притеснений нет. А когда задаешь вопросы о конкретных людях, кто подвергается незаконным преследованиям, то выясняется, что таких людей и фактов нет. Мнение. В свою очередь, Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, заявила, что использование информации из соцсетей о нарушениях прав и свобод в Крыму, в том числе крымских татар, является парадоксом. Вот ее слова. Точка зрения. Что касается использования информации из соцсетей, это сейчас, простите, такой тренд. Ведь это парадокс, когда мы встречаемся с американскими партнерами, которые нас обвиняют в нарушении свободы в Крыму, от ввода танков до Меджлиса, мы просим привести факты. Нам отвечают, все есть в социальных сетях. То есть живых людей не пускают ни журналистов, ни гражданские организации. Грозят им санкциями вплоть до увольнения. И при этом приводят информацию из соцсетей. Точка зрения. Ну а Организация Объединенных Наций зарегистрировала в аннексированном Крыму большое количество нежелательных тенденций в сфере соблюдения прав человека. Об этом рассказала председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время презентации доклада о ситуации с правами человека в Украине. Она добавила, что миссия ООН зарегистрировала случаи перевода заключенных из Крыма в СИЗО на территорию Российской Федерации, что является нарушением международного гуманитарного права. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму, и 044 490 2905, 044 490 2905, если на территории материковой Украины. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров. А сегодня мы будем говорить про миллионы. Сегодня мы говорим о митингах, О демографическом облике Крыма, об использовании России крымских предприятий военно-промышленного комплекса. о том, что же вызывает чувство гордости сегодня у россиян. О российской реальности аннексированного украинского полуострова. О новой вспышке африканской чумы свиней. Об украинской культуре в аннексированном Крыму. Дефицит пресной воды в некоторых районах полуострова. О том, о чем им не рассказывают российские средства массовой информации. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. У нас в гостях Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Эскендер, здравствуйте. Доброе утро. У нас тут довольно обширная тема, связанная с так называемым международным медиафорумом, который завершился недавно в Алуште, на котором российские и крымские чиновники бравурно рапортовали о том, что, во-первых, со свободой слова все в порядке, что журналисты иностранные, которые приезжают в Крым, прозревают от того, насколько он благополучен и хорошо устроен, и, соответственно, начинают писать правдивые статьи, а те, кто не приезжают, пишут неправдивые статьи, ну, буквально так заявил Владимир Корнилов. Ну и, среди прочего, они коснулись и темы преследований крымских татар, вернее, не преследований как таковых, а того, что они считают, что таких преследований нет, а все, кто о них пишут, на самом деле дезинформируют. И вот тут, как бы, давайте мы обсудим с вами оба заявления, которые мы тут услышали. Сергей Аксенов заявил, что буквально никаких преследований нет в принципе, потому что нет никаких пострадавших людей, а есть только благополучие, межнациональный мир, хадж, мечеть и представительство крымских татар в органах власти. Пожалуйста, вам слово. Но проведение подобных форумов и подобные высказывания так называемых лидеров так называемой Республики Крым еще раз свидетельствует о том, что ту работу, которую проводим мы все, это и Министерство иностранных дел Украины, и правозащитные организации, и Меджлис крымско-татарского народа на международном уровне, это наши постоянные встречи, наша постоянная работа на международных форумах в виде сайд-ивент, в виде встреч публичных. Это доказывает то, что наша работа эффективная, и все равно как раз-таки та реакция, которая
осуществляется со стороны международного сообщества, и это те резолюции, которые были приняты в 2016 году, резолюции ООН, это те резолюции, которые были приняты Европейским парламентом, комитетом министров Европейского Союза, Совета Европы, пардон. Это все говорит о том, что все-таки эти действия и решение, промежуточное решение Международного суда все-таки влияет на Российскую Федерацию, влияет на оккупационную власть, и она пытается оправдаться и пытается показать, что на самом деле в Крыму все хорошо. Но мы же являемся все свидетелями того, что не только с социальных сетей мы видим информацию, в том числе мы собираем кейсы, мы собираем материалы, и, соответственно, на основании этих материалов мы подаем жалобы в конвенционные органы ООН, мы подаем документы или заявления в Европейский суд по правам человека. И здесь как раз-таки тот фактаж, та доказательная база, которая свидетельствует о том, что действительно в Крыму нарушаются права человека, нарушается коллективное право крымско-татарского народа. И, я даже удивляюсь, когда мы все прекрасно знаем саму же реакцию так называемых судов, которые находятся на оккупированной территории, российских судов, и Верховного суда Российской Федерации, когда было вынесено решение вообще о запрете меджлиса крымско-татарского народа, на что и отреагировал и Международный суд в своем приказе, судебном приказе, на что отреагировал и Комитет министров Совета Европы. То есть, я думаю, это определенный всплеск, это определенная реакция, и в первую очередь, конечно, я думаю, они рассчитывают на внутреннего, скажем, слушателя или внутреннего зрителя, это на крымчан и на россиян, для того, чтобы показать, что на самом деле в отношении крымских татар, в отношении активистов проукраинских в Крыму не совершается каких-либо нарушений. Хотя, опять же, если мы вернемся к отчету, который был озвучен вчера представителями ООН, то мы четко видим определенные четкие посылы о том, что это использование ретроспективного применения уголовных законов к действиям, которые были совершены до внедрения законов Российской Федерации. Это то, что отсутствует или не обеспечивается медицинская помощь политическим заключенным, скажем, узникам. Это в том числе и насильственный призыв к службе в вооруженных силах Российской Федерации. И даже вот из нашего наблюдения, которое мы имеем, допустим, если мы возьмем весенний призыв, из 2500 призывников 200 являются уклонистами. Это по официальным данным, которые дает военный комиссариат в так называемой Республике Крым. И это говорит о том, что это почти 10% уклонистов по официальным данным. Это говорит о том, что люди все-таки не желают служить в вооруженных силах Российской Федерации. И их насильственно пытаются призвать. В том числе было отмечено, что вывозят на материковую часть Российской Федерации. Это тоже нарушение международного гуманитарного права. И опять же, не выполняется приказ Международного суда, судебный приказ. По сегодняшний день, уже скоро будет 2 месяца, как принял Международный суд промежуточное решение, но в отношении меджлиса крымско-татарского народа или членов меджлиса крымско-татарского народа продолжаются репрессии. И примером тому является, когда перед 18 мая традиционно крымские татары всегда проводили массовые мероприятия. Они, кстати, состоялись в этом году. И несмотря на то, что всячески российские власти или оккупанты пытались этому препятствовать, предоставляли предостережения потенциальным членам меджлиса крымско-татарского народа, тем самым предупреждая их, что если они окажутся где-то в массовых мероприятиях, то или там, где концентрируется большое количество людей, у них возникнут серьезные проблемы. Это в том числе и, опять же, судебное производство, административный суд в отношении
заместителя председателя регионального меджлиса Советского района Рустема Минанова, и они вынесли решение, они нашли, опять же, сами же в социальных сетях, что якобы когда-то он поздравлял Мустафу Джемилева, председателя меджлиса, с днем рождения, но при всем том, это давление на людей, это давление на активистов, и вот как можно сказать о том, что не проводятся репрессивные действия в отношении, не нарушаются права человека. Ну вот Аксенов буквально заявил, что если мы говорим о конкретных фактах, то нет, и конкретных людей, то их тоже нет. Есть ли на сегодняшний день какая-нибудь самая полная обобщающая статистика, хотя бы по крымским татарам, сколько человек находится под преследованием, сколько исчезло, скольких удалось вызволить из лап российского правосудия? Ну, по нашим данным, если мы говорим о пропавших без вести, то из 14 человек, которые пропали без вести, 11 являются крымские татары. Из 41 политических заключенных 23 человека являются крымские татары. Мы в данном случае, я даю информацию о тех, кто является узниками и находится под стражей. Но, кроме того, проводятся уголовные производства в отношении, допустим, Ильми Умерова, который вроде бы находится дома, но при всем том постоянно проводятся суды, происходит постоянно давление. К примеру, может быть в том числе и Кадыров Сулейман, который также находится, ну, можно их даже своего рода назвать подельниками, у них похожие статьи, это у Кадырова Сулеймана, у Ильми Умерова и у Семины, Николая Семины. Николай Семина также, он постоянно находится под прицелом, под давлением, это на самом деле достаточно сложная такая ситуация, несмотря на то, что они находятся в своем доме, они постоянно находятся под таким вот психологическим серьезным воздействием. И это тоже очень сильно влияет на здоровье человека. Кроме того, когда мы говорим о запрете, о проведении свободных собраний, о проведении, скажем, или когда проводится насильственное, скажем, задержание, то, конечно, подавляющее большинство и массы вот эти воздействия осуществляются именно в отношении крымских татар, ну, под разными предлогами, под предлогом мусульман, под предлогом там использования там запрещенных оккупационным судом названий или принадлежность там, к меджлису крымско-татарского народа. Поэтому мы сейчас готовим с 10 по 14 июля будет проводиться экспертный механизм ООН по коренным народам. Это если мы говорим вообще о коренных народах, то существует несколько таких вот международных серьезных форумов. Это постоянный форум ООН по вопросам коренных народов, который проходил в апреле-мае месяце этого года. И вот сейчас экспертный механизм, где также собираются представители коренных народов, собираются правозащитные организации, и в том числе приглашаются представители государств. И мы туда готовим как раз-таки такой хороший сводный анализ именно по нарушению коллективных прав крымско-татарского народа. И я думаю, мы сделаем эту презентацию как там, так и здесь. Ну вот если бы я сейчас решил защищать Сергея Аксенова, можно было бы сказать, что, например, ну окей, точечные репрессии, может быть, проводятся, несколько десятков человек, может быть, пострадали, но в целом крымско-татарский народ, во-первых, реабилитирован указом Путина, во-вторых, у него есть мечети хаджи, в-третьих, представительство в органах власти, и опять же, пофамильно там есть Бальбек, есть Смирнов и многие-многие другие. Почему же вы говорите о том, что весь крымско-татарский народ подвергается репрессиям? Ну, если говорить о реабилитации, то данный указ абсолютно никак не повлиял на крымских татар и не повлияет, потому что на самом деле реабилитировал крымских татар само государство-преступник, еще Советский Союз в 1989 году своей декларацией и постановлением. Другой вопрос, что предпринимается в этом плане, мы видим, что по факту процессов реабилитации не происходит на территории Крыма. Что касается каких-то точечных нарушений прав, то
Я считаю, что когда массово задерживаются люди, когда массово они вывозятся в отдел по борьбе с экстремизмом, когда отбирается слюна на ДНК, когда отбираются отпечатки пальцев, это разве не давление, не массовое давление на людей? И в данном случае, если собрать в целом информацию, то это более 1000 случаев, когда массово так были задержаны люди из кафе, из мечети, на рынках и так далее. И на самом деле, я думаю, 1000 случаев это уже не единичные случаи, а их можно назвать массовыми случаями. Поэтому однозначно, что бы ни говорил бы Аксенов, я думаю, у Аксенова просто одна задача – показать только позитивные какие-то стороны, показать, что нет никаких репрессий. Да, они пытаются строить соборную мечеть, действительно есть этот процесс, но при этом постоянно проводятся обыски, и уже если провести сводную, то это уже более 1000 обысков в семьях мусульман, в семьях крымских татар. Это разве не массовость? Или когда, да, они со своей стороны пытаются инициировать и демонстрировать, что они строят детские сады и школы в местах компактного проживания крымских татар. Но при этом в украинские времена также строились школы, также создавались национальные школы, но при этом за вот эти даже 3,5 года оккупации Крыма не прибавилось ни одной национальной школы. То есть они строят, они об этом говорят, они пытаются демонстрировать, говорить об этом. Далее, если мы говорим о представительстве в структурах власти, но в первую очередь сами крымские татары не хотят быть соучастниками этого процесса, этого международного преступления, и поэтому мы сегодня можем насчитать единицы крымских татар в структурах так называемой власти Крыма, то есть оккупационной власти Крыма. И поэтому я считаю, что если даже оккупационная власть хочет продемонстрировать, что она пытается найти диалог и пытается решать проблемы крымско-татарского народа, то во всяком случае она должна прекратить преследование, прекратить обыски, отпустить политических заключенных, а их более в целом, если мы возьмем не только крымских татар, более 40, то есть он по разным данным от 41 до 44, потому что здесь есть нету четкой такой четкого определения, кто является политическим заключенным. Но в целом те люди, которые по каким-то своим измышлениям, по своему мировоззрению являются жертвами политических репрессий или жертвами оккупационной власти, мы их называем политическими заключенными. Соответственно, найти или расследовать те случаи, когда были убиты или пропали без вести люди и в Крыму. Тогда я могу еще согласиться с тем, что действительно в Крыму оккупационная власть пытается решать проблемы, не нарушает права человека и пытается найти тех преступников, которые совершали преступления. И последний очень-очень короткий вопрос, буквально на 1 минуту. Мария Захарова говорит о том, что максимум всех доказательств о том, что репрессии осуществляются, находится в социальных сетях. Можете ли вы сказать, что на самом деле нет, что изданы какие-то книги, существуют специальные сайты с изложением всех тех материалов, о которых вы рассказываете? Однозначно собираются многими правозащитными организациями, которые работают с Крымом или по Крыму. Ведется контакт и работа как с адвокатами, так и с активистами на местах. Мы пытаемся собирать информацию, мы пытаемся собирать кейс, мы пытаемся, скажем, собирать больше фактажа. И действительно есть информация и на сайтах правозащитных организаций, но и есть информация, которая уже подана в соответствующие судебные органы. Понятно, что в рамках судебного производства мы не можем раскрывать или говорить обо всех этих делах, но при всем том ведется работа. Понятно, что пострадавшие люди боятся давать полную информацию или боятся даже выезжать на материковую часть Украины,
чтобы давать показания компетентным органам, но при этом мы всячески пытаемся фиксировать и собирать эту информацию. И говорить однозначно, что нету фактажа и только информация социальных сетей, это абсолютно неправильно. Большое вам спасибо за ваше мнение, за то, что вы пришли к нам. Напомню слушателям, что у нас в гостях был Искендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, и говорили мы с ним о том, что в Крыму опровергают сам факт репрессий против крымских татар. Ну и других, в общем-то, граждан Украины. Это радио Крым Реалии. С вами был Сергей Громенко. Услышимся.